Наша героиня Алена Васильева – преподаватель спецдисциплины обогащения полезных ископаемых горно-геологического техникума поселка Хандыга. А еще она мама двоих сыновей – Милана 3 лет и Ваня 6 лет. Приехала из Мирнинского района, где работала инженером-технологом акционерная компания «Алроса». Сама она родом из села Харо Сунтарского улуса. Выросла в селе Маджигар Нюрбинского улуса, а окончила республиканскую гимназию в Верхневилюйске. В 2013 году Алена Васильева получила сразу 2 диплома – горного инженера по специальности обогащение полезных ископаемых в Уральском государственном горном университете и экономика и управление предприятием Уральского федерального университета в городе Екатеринбурге. Кстати, в Хандыгу она приехала как раз-таки по приглашению студенческих друзей, которые после университета были приняты преподавателями в техникум. Я до этого работала инженером-технологом на фабрике. И так как у меня маленькие дети, я мама, да, я все равно должна быть с ними рядом. И вот, чтобы не терять свою профессию, я решила стать преподавателем по обогащению. То есть попробовать, что это. И главная моя задача была, чтобы быть рядом с детьми. И в Якутске, вот по моей профессии, да, обогащение полезных ископаемых, не было работы, и постоянно все равно надо ехать на вахту, вахтовым методом, либо на производственную местность какую-нибудь там, Мирный, Айхал и так далее. А вот то, что в Хандыге мне предложили, то, что меня привлекло, да, именно условия проживания, и как бы я с ними все обговорила до приезда, мне предложили то, что они устроят моих детей в садике, дают мне жилье, и зарплата, конечно, хорошая для преподавателя. Вот поэтому я вот приоритеты для себя поставила и приехала работать преподавателем. Алена Васильева преподавателем в горно-геологическом техникуме трудится с 2020 года. Она из тех людей, которые ставят цели и достигают их. И скраб в виде, например, если у вас изнашиваются вот эти стальные шары, они попадают у вас сюда как скраб. То есть они не должны попадать во флотацию или вообще в любой процесс, который у нас ведется на фабрике. В первый год работы на новом месте она получила 3-е высшее образование по специальности преподаватель горного дела. Успела съездить на стажировку в Албазинский горно-обогатительный комбинат Хабаровского края и выпустить своих первых студентов. Мне нравится моя профессия, то есть работать со студентами. Мне нравится то, что когда вот какой-то результат есть, да, отучились, например, и устроились на работу, пишут мне, отправляют фотографии, как они там работают. И я считаю, то, что я на своем месте сейчас нахожусь. Работать преподавателем, конечно, очень ответственная работа. Студенты бывают очень разные, приезжают с разных местностей. Бывают ребята, которые на русском вообще не общаются, например, да, а им это по работе нужно. И вот как преподаватель все равно надо быть чуть-чуть психологом, то есть с ними работаешь, с ними дружишь, в некоторые моменты становишься серьезной, например, да. И этот процесс мне очень по душе на данный момент, и я сама развиваюсь с ними. Алена Анатольевна быстро влилась в коллектив горно-геологического техникума. Сегодня она одна из перспективных молодых специалистов, которая в педагогику пришла из производства. Студенты очень уважают своего преподавателя за компетентность в своем деле. Практический опыт работы на фабрике позволяет ей доходчиво объяснять весь технологический процесс от А до Я. Они магнитные, проходят дальше. Алена Анатольевна, она нас уже учит со 2-го курса. Она очень хороший преподаватель. У нее большой опыт свой. Она работала на фабриках. И хорошо нам очень объясняет. Я когда поступал сюда, в этот техникум, на свою профессию, я даже не знал, даже не предполагал то, что я буду кем работать, даже в мыслях не было. А вот Алена Анатольевна нам все очень хорошо объяснила, все очень понятно. И теперь у меня даже есть желание работать по профессии. Я
ну, благодаря ей, получается, очень сильно подтянулся и очень сильно вошел в эту систему. Алена признается, что работать и воспитывать маленьких детей, которых практически поднимает одна, трудно, а энергию, силы черпает в хобби. Благо есть родные, которые поддерживают ее. Я пересмотрела. Да? Угу. Ну ладно. В первый год адаптации в Хандугу приезжала мама. В этом году главная опора – племянница Мария, поступившая в горный геологический техникум. И Алена Анатольевна теперь ее преподаватель. Алена Анатольевна моя родная тетя. Я из многодетной семьи, нас 6. Я большая дочка. Алена тоже из многодетной семьи, она младшая. Наши семьи всегда помогали друг другу. Живя с ней, я чувствую, что я тоже меняюсь. Ну, я как бы становлюсь как она, слежу расписанием. Раньше такого не было. Когда у меня появится своя семья, я хочу быть такой же мамой, как она. Все лучшее в человеке идет из семьи. Алена Васильевна воспитывалась в большой и дружной семье. У нее 3 брата, сестра и она, самая младшая, папина дочь. Именно ненавязчивое, мудрое отцовское воспитание научило ее не бояться трудностей. Он у меня очень был трудолюбивый, всегда меня таскал везде. Я с ним на сенокосе, там в хотоне, да, везде, короче. Вот там, где мужская работа, например, я мужской работы никогда не боялась. Вот поэтому, наверное, скорее всего, выбрала такую профессию мужскую. И, скорее всего, то, что я не боюсь ничего, там, это, наверное, скорее всего, мне папа научил. То, что надо делать то, что ты хочешь, и добиваться того, то, что ты желаешь. Семейные традиции для меня это сенокос, наверное. Вот летнее время, самое прекрасное время. И мы собираемся тоже с семьей летом, но папы уже не стало 2 года, я уже как-то сильно не тянусь туда, потому что когда я туда приезжаю, мне становится больно на самом деле. Поэтому да, вот сенокос для меня вот с самого детства, то, что мы все там работаем, радуемся. И у нас, знаете, вот сенокос, как у якутов, да, у всех как бы это жара, работа, пот, да, а у нас не так. Папа приучил нас к тому, то, что сенокос — это много мяса. Он всегда отлаживал. На обед мы уделяли 2 часа, то есть не 1 час. Мы приходили на сенокос в 11 часов утра. В час уже мы уходили обедать и в 3 часа только вставали, например. И поработали там 3 часа и уже домой уходили. То есть для нас эта работа была не как там прям трудная работа, да, а с легкостью как-то к этому относились. И поэтому я всегда любила купаться во время сенокоса, да, у нас там речка была очень чистая. И самый любимый вот момент у меня вот с детства остался этот, то, что вот на сенокосе все мы собирались, и там все как будто отдыхали. А на самом-то деле это работа же. И поэтому я, наверное, скорее всего, работу не боюсь. То есть любая работа для меня посильна. Установки, заложенные в семье с детства, окружающая среда и, конечно, учителя сыграли в жизни Алены Анатольевны решающую роль. Она действительно тот человек, который сделал себя сам. Секрет успеха до очевидного прост. Ежедневная работа, которая должна быть на совесть, и обычное желание каждого – жить достойно. Я сама работящая была, то есть я тоже по дому всегда помогала, папе помогала. И потом я замечала то, что люди уезжают с деревни и зарабатывают много денег. То есть кто-то купил там машину, соседи купили, да, и эти люди устроились на работу вахтовым методом. И мне очень было интересно, откуда там столько денег, как они работают, что работает. И потом уже в Нюрбинском районе все начали желать себе здоровья, как накынский алмаз. То есть накынский алмаз — это твердый алмаз, типа это бриллиант и все такое, это деньги. Вот такая ассоциация была, то, что надо устроиться на ту работу там, где много денег. То есть я, конечно, хотела для себя хорошую жизнь. У нас как бы среднестатистическая семья была, не богатая и как бы никогда не голодали, грубо говоря. Но тем не менее хотелось там
красивый дом, да, красивую машину. И не знаю, почему-то я к этому стремилась. И всегда говорила себе то, что я должна отучиться и приехать работать в Накын. У меня вот такие установки были. Это странно, конечно, для 7-8 класса, да. Потом я после 8 класса поступила в республиканскую гимназию в село Верхневилюйск. И там попались мне очень хорошие учителя. Вот, и они мне говорили с 9 класса по 11 то, что я не должна оставаться учиться в Якутске. То есть я должна выбрать себе центровуз и должна нацеленно идти туда. Алена Васильева очень разносторонняя личность. Среди увлечений стрельба из лука, настольный теннис, волейбол, танцы. После такого активного отдыха Алена, полная сил и воодушевления, приходит домой. Ведь детям нужна здоровая, веселая и отдохнувшая мама. Наша героиня считает, что каждая мама должна находить время и для себя. Ведь счастливый ребенок равно счастливая мама. 1, 2, 3. Только не... Чуть-чуть, да? Чуть-чуть, скатился чуть-чуть. Вау! Хочу, чтобы мои дети всегда меня видели счастливой. То есть не так, чтобы я там вся уставшая пришла и там срывалась на них, да, например. Я не хочу, чтобы они видели меня такой. И поэтому вот у меня есть племянница, которая мне помогает, и мы с ней договариваемся между собой, какой день ее, какой день мой, например, да. 1 час я уделяю себе, и 1 час, например, она какой-то день уделяет себе. Ну, то есть на 2 часа, например, она уйдет на свои там занятия. И вот то, что я нахожу для себя время, как бы исключает то, что я могу там дома негативные какие-то свои эмоции проявлять. С Аленой мы познакомились 2 года назад, когда она пришла к нам в коллектив. С тех пор мы общаемся и дружим. Алена очень хороший человек. Мне восхищает то, что она приехала не так давно и уже завела столько друзей. У нее очень много увлечений, много энергии. Сюда ходят в основном женщины с детьми, все мамочки, у всех очень много забот. Но, тем не менее, мы находим время, чтобы встретиться. Это придает очень много сил, вдохновляет на дальнейшую жизнь, работу. Активная творческая жизнь – это и большой круг общения, которое позволяет найти интересных и близких по духу людей. А еще возможность расширять свое жизненное пространство, учиться чему-то новому. Бывает так, что у нас в коллективе прям очень часто собираемся по выходным, сидим, как коллектив тоже очень хорошо общаемся между собой. И мы с Аленой, не знаю, мы сразу нашли контакт между друг другами. Там даже бывало так, что в том году мы слетали в Турцию вместе, отдыхали. И я очень рада, что у меня такой близкий человек появился, как Алена. Она очень активная. Вот, и она даже находит время по вечерам, чтобы прийти ко мне на танцы. Она у меня даже бывает 3 раза в неделю. Это в понедельник, в среду и в пятницу. И она не бывает так, чтобы она пропускала занятия, например. Всегда приходит, находит время. Мы даже вот всегда выступаем. Столько выступлений у нас в мае ожидается. Это в первую очередь как просто коллектив. Приходишь для общения, для знакомства, чтобы отдохнуть от семейного быта, я думаю. Просто уделить себе время, прийти и потанцевать. Это, ну, наверное, в других словах сказать, наверное, и поддержать свою форму, я думаю. Песня тревожит их души, а
Но самый долгожданный день – это воскресенье. Молодая мама посвящает его только детям. Это день совместного отдыха, занятий, готовка. И это традиция. Сегодня у нас воскресный день. Этот день я посвящаю материнству, то есть больше занимаюсь с детьми, и всегда мы в этот день готовим что-то вкусненькое. Ваня, что ты больше всего любишь кушать? Блинчики. Блинчики. Ну, я хвалить себя не хочу, там я прям прекрасная мама, да, но думаю, что больше надо общаться с детьми, то есть я для них больше друг, чем мама. То есть я всегда у них спрашиваю, что для них лучше. Я ни в коем случае их не заставляю что-то делать. То есть если они хотят это делать, например, делают. Вот старший сын, например, он более такой послушный, примерный, тихий, например, а второй ребенок у меня совсем другой. Он может там все разгромить, все разбросать, сломать, но вот эти глаза, которые я вижу, то, что он там виноватые, да, глаза смотрят на меня, это, конечно, когда я смотрю на них, я вообще там растворяюсь. Но мамой быть, я не скажу, что сложно, потому что дети — это на самом деле счастье, они нас развивают. Я стремлюсь к тому, чтобы они меня видели такой, какой бы я хотела видеть себя со стороны. Я всегда соревнуюсь сама с собой. То есть я никого не ставлю, там, кто-то лучше меня, никогда не завидую никому. У меня есть такой приоритет, то, что я должна всегда соревноваться сама с собой. И всегда пытаюсь там... Я не читаю никаких психологов про мам. То есть правильно так делать, это делать. Вот как-то получается у нас так, то, что слаженно, например, будем готовить сегодня это, или там, что хотите покушать, они мне скажут, все, мы готовим. Музыку включаем, все собираемся тут, начинаем готовить. Они всегда участвуют, тортики они всегда украшают. Если они хотят поиграть на улице, мы пойдем поиграем. То есть для меня несложно с ними пойти и там снеговика налепить, например. И каждый момент я знаю то, что они все равно вырастут и улетят от меня, станут взрослыми, и каждый момент я пытаюсь запомнить там и провести ее как-то, чтобы запоминалась, и чтобы в их памяти осталась она как светлое, ну не знаю, светлое детство, счастливое детство. Несмотря ни на какие жизненные трудности, наша героиня, молодая мама и начинающий преподаватель Алена Анатольевна Васильева, благодаря правильному распределению собственного времени, своей большой и дружной семье и, конечно, вере в себя, идет вперед. Все успевать ей помогает тайм-менеджмент, которому научилась, будучи студенткой. Ведь тогда, помимо обучения в 2 разных вузах, она еще успевала даже подрабатывать. Студенты же, например, у них куча свободного времени, а у меня этого времени вообще не хватало. И я для себя решила, то, что надо почитать книжку, что такое тайм-менеджмент. И вот я начала распределять свое время по часам прям. У меня был ежедневник, я с утра до вечера, там, например, со скольки-то до скольки я нахожусь, например, в первом университете. Между этим я заезжаю на работу в институт, и там 2 часа провожу работу конкретную. Лабораторные работы провожу, потом уже вечером я уезжаю в другой университет учиться по 2-й вышке. И таким образом я даже находила время на вечеринке с друзьями. То есть по субботам у меня подружка устраивала вечеринки для азиатов, и я была там фейс-контрол проводила. То есть сидела на кассе, все деньги получает, ну, входные билеты я выдавала и как бы везде успевала. И поэтому вот этот тайм-менеджмент человеку очень помогает, и она до сих пор мне помогает. То есть я каждый день свой распределяю, у моих детей даже свой режим есть. Мы в 9 часов уже ложимся спать вечером, и в 7 утра уже мы встаем, и каждая минута как будто у нас распределена. Например, в 7:25 мы уже выходим отсюда, я их отвожу в садик, приезжаю в 7:35, я начинаю себе готовить завтрак, в 7:45 я сажусь уже завтракать, в 8 часов я уже заканчиваю завтракать, 15 минут у меня остается на сборы, одеться, накраситься, и уже в 7:25 я в техникуме. Вот так. Идей и планов на будущее много.
Один из них – поступить в аспирантуру, в реализации которого с такой мудрой и целеустремленной мамой и продвинутым педагогом сомневаться не приходится.